И в завершение порция интересных фактов из истории республики. Мы продолжаем рубрику, посвященную вековому юбилею Коми-края. Слово Александре Головиной. Сын Александра II и дядя великого российского императора Николая II Сергей Романов, единственный из всех Романовых, был в Коми. Визит августейшей особы в Усть-Сысольск датируется 1898 годом. К приезду Сергея Романова городской глава с участием гласных городской думы и чиновников составили план мероприятий. Для встречи его высочества на пристани решено было устроить павильон в русском стиле, постелить красное сукно из Троицкого собора до подъезда, подготовить хлеб-соль на серебряном блюде соломкой, выписав такое из Москвы общей стоимостью до 200 рублей на общие средства города и земства. Кроме того, привести в должный порядок спуск к пристани, устроить новые тротуары, украсить город флагами. На деле так все оно и было. На берегу депутаты земской управы поднесли высокому гостю хлеб-соль. Троицкий собор, храм Стефана Пермского, затем экскурсия по городу. Великий князь даже прикупил на ярмарке памятные сувениры, вот только что именно неизвестно. Кроме того, Сергей Романов проинспектировал управление воинского начальника. Отметил в изданном приказе, что дело производства, финансовой отчетности и само помещение в порядке. Провожать его собралось много разных чинов, да и простому русскому народу было интересно посмотреть на представителя великой русской династии. Князь раскланялся, поблагодарил за прием, а купцу Инкину, тот возил его высочество на своей лошади, пожаловал золотой перстень с драгоценными камнями. После возвращения в Москву на имя вице-губернатора пришла телеграмма следующего содержания. Еще раз хочу вас сердечно поблагодарить за все ваши хлопоты и сказать вам, что я вернулся домой под чудными впечатлениями моей вологодской поездки. Сергей. Кстати, уже после Усть-Сысольска Романов посетил Зеленецкий церковь и школу, а еще Коковицы, Пустынь, Солевочегодск и Устюг. Вечером того же дня на пароходных пристанях прибыл в Вологду и уже оттуда, с городского вокзала, убыл на поезде по железной дороге.